История продолжается, это глава 6. История продолжается при очередном царе. Старая Вавилонская империя развалилась, наступила новая эра персов и медян. И первый царь, который был, это был Дарий. Он пришел на руины старой империи, и его окружали старые чиновники. Старые чиновники, что самое интересное, они все недолюбливали Даниила. Вы же помните эту историю, я не буду это все рассказывать в красках, но вы же помните, что Даниил из-за того, что он был человек успешный, он всегда вызывал у всех зависть. Это, кстати, это тоже одно из бремен успешных людей. Успешный человек – это человек, которому не всегда везде там прям рады. Это человек, который иногда вызывает такие отвратительно неприятные чувства у других людей. И иногда этот человек сталкивается с моментами, когда люди его хотят просто закопать. Глаза бы мы эти они видели. И вот история. Вот эти старые сатрапы их здесь называют. Прикольно, если бы наших чиновников так называли. Сановники, сатрапы пришли все вместе к царю и сказали: «Царь Дарий, живи вечно». Все царские сановники, военачальники, сатрапы, советники и наместники согласны в том, что царю следует дать повеление и наложить запрет, чтобы всякого, кто станет в течение следующих 30 дней молиться иному Богу или человеку, кроме тебя, о царь, бросили бы в яму со львами. Напомните мне, почему они это решили сделать? Потому что они хотели утопить таким образом Даниила. Вы же читали, да, эту книгу? Они хотели, они поняли, что единственное, как они смогут утопить Даниила, это поймав его в его же праведности. И они знали, что он каждый день открывает свои окна в сторону Иерусалима и поклоняется Богу, молится и благодарит Бога и совершает разные прошения к Богу. Они это знали. И вот они решили его утопить благодаря его же собственной праведности. Такую ловушку приготовили. Это, знаете, интересная история про Даниила. Но я хотел бы, чтобы мы сейчас обратили больше внимания на то, что делал Даниил. Когда Дарий подписал этот указ и запрет, Даниил узнал об этом. Что этот указ подписан. И вот здесь вообще непонятная вещь. Он пошел домой, в верхнюю комнату, окна которой открывались в сторону Иерусалима. 3 раза в день он опускался на колени и молился, славя своего Бога, как он делал это и прежде. А заговорщики пришли вместе, все вместе, и нашли Даниила молящимся и просящим милости у Бога. Я вот хотел бы, чтобы мы посмотрели на Даниила. У Даниила были привычки определенные. И это божественные привычки, которые, с одной стороны, кажется, что люди зацепились за эти привычки, и благодаря этим привычкам они поймали его, можно так сказать, на преступлении, и в конечном итоге его бросили в этот львиный ров. Но это были привычки, которые были приятны Богу. И это были привычки, на которые Бог смотрел совсем по-другому, чем на них смотрели другие люди. Это было отношение сердца Даниила к самому Богу. И это отношение ничем, кроме смирения, невозможно назвать. Почему? Потому что каждый день Даниил, открывая это окошко, вставая на колени, молясь Богу, он говорил о том, что без Бога он пустое место. Без Бога он бы никогда не достиг своей позиции. У него никогда бы не было того, что он имеет сегодня в своей жизни. И все доброе, все хорошее, что есть в его жизни, это благодаря тому, что Бог отвечал все эти годы на его молитвы. Знаете, что такое смирение? Это понимание того, что без Бога я вообще. Вот вообще, это вообще ничего не могу. Я не могу любить свою жену, я не могу воспитывать своих детей, тем более их приобрести для Христа. Я не могу заработать не просто $50 в день, да я 50 сомов в день-то не смогу заработать без Бога. Это внутреннее состояние бесконечной потребности и нужды в Боге. Это вот это состояние, когда ты говоришь: Господь, вся моя жизнь без Тебя – это пустое, никчемное существование. И когда он, вопреки указу, вопреки запрету, который был издан в их стране, вместо Дария он стал поклоняться своему Богу, он этим показывал, что он полностью, бесконечно зависит
от Бога. Знаете, наша молитвенная жизнь в том числе, наши посты, которые мы имеем. Я, например, не скрываю, я стараюсь как минимум хотя бы раз в неделю поститься. Это время, Писание мне вообще говорит, чтобы 7-й день я полностью посвящал для поиска Бога. Вот это вот хорошее время, когда ты откладываешь все, и ты делаешь какие-то усилия, какие-то потуги, вырываясь из человеческого, может быть, того, что окружает тебя на этой земле, из каких-то земных ценностей, земных проблем, трудностей, ты вырываешься в сторону Бога. И это благодаря нашим молитвам, это благодаря нашим постам, это благодаря тому, что мы там ежедневно читаем Библию, мы таким образом соприкасаемся с Богом, и мы показываем: Бог, я нуждаюсь в Тебе. Есть большая такая богословская тема, что Бог самодостаточный, и Он не нуждается в нас. Это звучит, знаете, как-то так, зачем тогда Он нас нашел? Не в этом смысле. Богу не нужна наша помощь. Богу не нужно практически делать ничего, чтобы мы делали что-то, в чем бы Он нуждался. Самое большое понимание, которое должно остаться внутри нас, что когда мы ищем Бога, это не Богу нужно. Когда мы молимся, это не Богу нужно. Когда мы читаем Библию ежедневно, или мы постимся каждую неделю, не Богу это нужно мне. И этим самым, когда я ищу Его с постоянством, я показываю, что без Него моя жизнь – это совершенно никчемное существование на этой земле. Знаете, одна из самых распространенных молитв, которые сегодня существуют. Я не знаю, как у вас, но, наверное, в моей жизни 70%, больше точно 50% всех молитв, которые я говорил, это была молитва прошения, или была молитва прошения. Я как только уверовал, я сразу у Бога начал какие-то вещи просить. Жену, дом, машину, детей. Не, шучу. Я первое, о чем попросил, чтобы мне в армию не пойти. Второе, о чем я попросил, чтобы мне права получить. Я как сейчас помню, это вот мне сказали: теперь вот ты верующий, ты можешь у Бога что-нибудь просить. Я думаю, что я хочу? Я от армии косил всю дорогу, и права мне надо. Я начал сразу практиковать молитву прошения. Вот знаете, когда ты у кого-то что-то просишь, согласитесь, ты в чем-то или в каком-то смысле, ты унижаешься. Некоторые говорят: да не буду я у нее ничего просить, что мне перед ней унижаться? Когда мы говорим «помоги», или когда мы говорим «дай», или когда мы говорим «мне нужна твоя какая-то забота, помощь, от тебя мне что-то нужно», мы таким образом унижаем себя. И мы говорим, что этот человек или эта личность обладает чем-то, чего у меня нет. Мы ставим себя в позицию зависимости. Так вот, молитва, или молитвенная жизнь, или молитва прошения, как хотите называйте, наше прошение к Богу, мы таким образом ставим себя в зависимость перед Богом. Самая страшная позиция у людей, особенно у верующих, когда они говорят: да я сам могу. Ему говорят: давай я тебе помогу. Да не надо, я сам сделаю. Все беды начинаются с этих слов. Как кто-то говорит: я знаю короткую дорогу, да, беды начинаются. А у христиан все начинается с того, когда они говорят: да что молиться, я сам могу. Все. Беда, она вот уже стоит, у тебя в дверь постучалась. Любая ситуация в нашей жизни, хочешь ты жениться или замуж выйти, первое, не бегай, не ищи себе жену или там вторую половину. Начинай поститься и молиться, и говорить: Бог. Мужчину слышал в 20 лет, он там избрал Бога, ты ему дал красивую женщину, хочу, чтобы ты тоже мне дал, мне уже 21. Это, знаете, это состояние, когда мы пред Богом показываем, что без Него мы ничего не можем. Все наши прошения, все наши молитвы, наша молитвенная жизнь, это всегда свидетельство того, что я смиряюсь перед Ним, и я нуждаюсь в Нем самом. Я не раз рассказывал эту историю о том, как я права получал. Это тоже история, знаете, которая меня много чему научила. Это был смешной случай совершенно в моей жизни. Я учился в... Бывшая школа ДОСААФ была, сейчас не знаю, как она называется. Там где конно-спортивная школа у нас здесь по Советской вниз. Я учился полгода.
чтобы права получить. Для тех, кто не хочет сегодня 1,5 месяца отучиться. Пострадай. 1,5 месяца, научись чему-то. Я полгода учился, меня учили правилам дорожного движения, поведению на дороге, устройство автомобиля, потом была практика, много всего. Полгода. Но знаете, до того, как я пошел учиться на права, я уже классно ездил с 14 лет на автомобиле. В тот момент мне уже было 20, наверное, 2 года, когда я учился на права и должен был получить права. Единственное, о чем я переживал, что есть очень много вот этих вопросов в правилах дорожного движения, где там 5 метров того, 15 метров сюда, где я мог запутаться. И я перед экзаменом, я очень много молился и говорил: Бог, помоги мне сдать теорию. Я молился, я взывал к Богу, говорил: Бог, там столько всяких моментов есть, которые у меня из головы вылетели или которые я уже запутался. Я еще не успел из школы выйти, я уже запутался в этом. Пусть у меня по благодати Твоей все будет хорошо. Я молился именно за теорию. А знаете, почему я не молился за практику? Я же с 14 лет за рулем. Я езжу лучше, чем все эти студенты. Я однозначно сразу сдам вождение. 2 человека у нас не сдали вождение. Один из них был я. Я думал, как? Вот этот, извиняюсь за выражение, человек сдал. Вот это, ну там вот этих не было, вот этот все были. И этот сдал, и даже вот этот сдал. А я не сдал. У меня был шок. И я тогда пошел в тайную комнату и стал молиться, и говорить: Бог, я не понимаю, что происходит. И мне Господь показал: вспомни, как ты говорил. Я с 14 лет за рулем. Мне не надо за это молиться даже, я сам все сделаю. Сколько внутри нас этого? Сколько внутри нас? Мы сами спасаем наших детей, мы знаем. Не учи меня. Мы знаем, как нам с женой разобраться. Что ты лезешь, я знаю, сейчас я стукну. Смотри, чтобы ответка не прилетела какая-нибудь. Мы иногда такие самоуверенные, и мы не идем этим путем Даниила, когда по любой проблеме, по любой трудности мы начинаем поклоняться Богу и говорить: Бог, нужда, не знаю, как выбраться, не знаю, как вырваться из этой нужды. Это самая лучшая позиция, чтобы Бог пришел в мою жизнь. У кого есть сегодня проблема, нужда, трудность какая-то, вот это самое лучшее. Встань перед Богом, смирись, скажи: я не могу ничего без Тебя. Скажи мне, пожалуйста, скажи мне, Господь, как мне поступать, что мне делать. Когда сегодня у нас вот это вот прославление было имени Алины Швидко, прости, шучу. У нас такие творческие вечера, то Юнусовы, то это Алина со Славой. Надеюсь, скоро это все прекратится, да? Да, что у нас вернутся остальные музыканты и певцы скоро. А что это говорит? Все хорошо, Алин. Я, знаете, вот когда она пела вот такие вот милые песни, да, я даже не знаю, как правильно это сказать, такие песни поклонения, песни, когда мы приближаемся к Божьему сердцу. Я вспомнил эту историю в моей жизни, когда моя молитва прошения, она была апогеем вот всего, что у меня было в отношениях с Богом. У нас на тот момент мы были в Екатеринбурге, и у нас болел ребенок лейкозом, раком. И мы его лечили, мы за него молились, мы там связывали этот рак, мы проклинали эти раковые опухоли, наросты, мы провозглашали полное там восстановление одного, другого, третьего. Но знаете, в одну ночь произошла такая история, когда врачи сказали, что он живет последнюю ночь. То есть они сказали: мы смотрим на его состояние, которое ухудшалось последние сколько-то дней, и мы понимаем, что это последняя ночь этого ребенка. Когда ты получаешь, знаете, вот когда, не дай Бог, чтобы кто-то когда-то услышал такие слова по поводу своих близких людей, особенно если это дети, но когда ты получаешь такое известие, это известие не просто тебя ошарашивает, это известие, которое тебя просто убивает. Оно начинает давить таким образом, что он может раздавить. И я помню, я пришел домой, вечер, я один, моя семья, я не помню, спали старшие дети, старшая дочь, младший сын. Жена была в больнице с ребенком. И я просто стал молиться.
Я сначала молился на языках. Я сначала взывал к Богу там, о разных там духовных вещах. Я там связывал разных демонов, бесов. И я понимал, что что-то не то. Знаете, вот иногда мы всему научены, мы можем делать какую-то духовную войну, мы можем управлять какими-то вещами в духовном мире, но как будто бы чего-то не происходит. Я помню, я тогда бухнулся на колени, и мое сердце не просто просило Бога, мое сердце как будто бы растеклось перед Богом, оно излилось перед Богом. И оно как будто бы, знаете, вот все мое сердце, которое вот можно там в кулак поместить, оно разлилось по тому месту, где я лежал пред лицом Божьим. И я плакал. И все, что я говорил, Бог, я прошу Тебя о чуде. Это были 3 слова. Бог, я прошу Тебя о чуде. И все, вот знаете, вот вся моя молитва, это не было что-то такое там богословски там правильно сложенное, там основанное на каких-то местах. Вообще нет. Это была просто молитва, прошение, ходатайство, как хотите назовите. Но это был момент, когда я говорил: Бог, я понимаю, что этот ребенок без Тебя умрет, если сегодня ночью Ты что-то не сделаешь. И все, что я делал сквозь слезы, сквозь вопль своего сердца, несколько десятков минут. Я помню, я стоял на коленях, мне было непонятно, там, что думают про меня соседи, потому что я фактически выл перед Богом. Но все, что я говорил: Бог, сделай свое чудо. Знаете, это чудо, оно продолжается, когда я на утро пришел, и я понял, что мой сын продолжает жить. Врачи удивлены. Потом я чуть позже встречался с разными врачами, которые были еще более удивлены, когда они увидели его ходящим, и он пришел на какие-то там процедуры, и они говорили: о, это ты? Потому что они уже внутри понимали, что его нет, этого ребенка. Там дети умирали буквально каждый день от этих заболеваний. И знаете, сегодня даже я смотрю на этого человека Божьего, ему там больше 18 лет, скоро 19 будет, и я понимаю, это ответ на простую молитву. Когда я взывал к Богу, я говорил: Бог, дай мне свое чудо. Знаете, иногда не какие-то правильные богословски сложенные молитвы работают. Иногда не какая-то длина наших молитв работает. Иногда работает просто состояние моего сердца, когда я понимаю, если сейчас не Бог, то тогда никто. Если не сейчас какое-то вмешательство божественное не произойдет, то я понимаю, что я ничего не смогу с этим сделать. Это внутреннее состояние бесконечной нужды, это внутреннее состояние бесконечной потребности, это внутреннее состояние бесконечной зависимости от самого Бога. Знаете, я так хотел бы, чтобы наша церковь вот во всех вопросах, которые связаны, например, трудные вопросы, потому что иногда, когда у тебя уходит ребенок в мир, это трудный вопрос. Ты сам себе задаешь этот вопрос и спрашиваешь: что я сделал не так? Что в моей жизни пошло не так, если мой ребенок ушел? И ты пытаешься его вернуть, а он не возвращается. Тут тебе нужен Бог. Когда, скажем так, вокруг тебя все обстоятельства складываются против, тебя теребонят со всех сторон: отдавай деньги, давай, когда вернешь долг, и тебе названивают, а ты понимаешь, выхода нет. Когда у тебя с женой, может быть, изо дня в день все твои отношения, они все хуже и хуже становятся. Вроде бы ты все правильно со своей стороны делаешь, а нет ответа. Иногда мы все вот эти вот трудные вопросы пытаемся решить своими человеческими методами. К сожалению, вообще я больше могу сказать, в христианскую церковь вошел вот этот вот какой-то момент маркетинга человеческого, какой-то психологии человеческой. И мы отошли из-за этого от состояния нужды в самом Боге, нужды в Его вмешательстве, или вот этого внутреннего понимания того, что у меня есть потребность в живом Боге. Знаете, когда мы приходим сюда на наше собрание, у меня есть огромная потребность видеть всех вас. У меня есть огромная потребность, скажем так, выдать на гора все те вещи, которые я переживаю. У меня есть большая духовная потребность, например, переживать время поклонения здесь, когда мы вместе в течение часа можем славить Бога. Но я вам могу сказать, дорогие друзья, самая большая духовная потребность, которую нам надо сохранить, это не просто что-то делать для Бога, не просто находиться в Его движухе. Это самая большая, наверное, потребность, это когда мы говорим: Бог, кто Ты? Хочу Тебя самого.
Я хочу тебя самого. Я что-то достиг, у меня что-то получилось, но я это оставляю, я хочу тебя самого. Знаете, я сталкиваюсь с огромным количеством людей, и ты понимаешь, что этот человек когда-то жаждал Бога, этот человек когда-то нуждался в Боге, этот человек когда-то стремился к Богу. Сегодня как будто бы это осталось историей его жизни. Сегодня он уже сам что-то может, у него уже есть опыт, у него уже есть понимание каких-то вещей. Или человек, ты понимаешь, что этот человек перестал находиться в Божьей струе, и он просто живет воспоминаниями того, как он когда-то чем-то жил, что-то делал, что-то переживал. Друзья, я хочу, чтобы сегодня мы стали нуждаться в самом Боге. Мы попали в Его струю. Мы стали говорить, кто ты такой, Господь? Открывай мне себя, являй мне себя. Я сегодня в свои 80 лет, доколе я живой, пока есть в моих ноздрях дыхание, я хочу сегодня жить вместе с тобой. Я не хочу жить, опираясь на свои силы, на свои способности, на свои связи, на свои деньги. Это все ерунда, потому что без тебя это глупо. Слышите, друзья, смирение – это не просто молиться. Смирение – это не просто, когда мы постимся. Да, смирение – это не просто, когда мы делаем какие-то замечательные вещи, и мы показываем этим самым, что мы ищем Бога. Смирение – это глубочайшая внутренняя нужда в Нем и осознание, что без Него я не могу делать ничего. Возвращаясь к Новому Завету, Евангелие от Иоанна, 15 глава, там очень просто написано, когда Иисус, Он говорит о том, что мы ветви, пребывающие на лозе, что мы питаемся сегодня Его соком, и что только те молитвы или только те люди, которые сегодня пребывают в Слове и позволяют Слову пребывать в Нем, только они будут успешными. Там Он говорит, знаете, такую незначительную или незаметную фразу. Он говорит, без меня не можете делать ничего. Вообще ничего. Знаете, ради интереса я открывал это греческое слово «ничего». Оно означает «ничего вообще». Это всеобъемлющее слово касается моих финансов, моей семьи, касается моего характера, касается какой-то моей, я не знаю, там, жизненной позиции, моих каких-то обстоятельств, которые меня окружают. Это все слово «ничего не могу делать без Иисуса», оно касается всех сфер моей жизни. Скажи своему соседу, без Иисуса не можешь делать ничего. Иногда мы становимся самонадеянными или самодовольными, мы уже что-то достигли, мы к чему-то пришли, мы что-то можем. Мы водили автомобиль с 14 лет. Сколько раз я попадал в такие дурацкие ситуации. Я носом буквально попадал в какие-то, извиняюсь за выражение, такие лужи духовные, да, то есть я не был, может быть, снаружи выпачкан, но я чувствовал себя просто полнейшим идиотом. Потому что я понадеялся на свои способности, на свои силы, на свои возможности. Я даже не удосужился, чтобы помолиться, благословить имя Господня, попросить Его о помощи, попросить Его о какой-то милости, поддержке, благословении. И потом, и ты думаешь, надо же, как неприятно оказывается. Я хотел бы, чтобы мы сейчас все закрыли глаза, и мы стали молиться. Пусть в нашу жизнь больше всех потребностей физических, больше потребностей, там, я не знаю, в любви, больше потребностей в пище, больше потребностей в каких-то финансах, больше всего этого. Пусть к нам придет самое главное, потребность в самом Боге. Жажда Бога. Вся Библия, она испещрена этими словами, что только к жаждущим приходит Бог. Только те, которые сегодня алчут правды, только те, которые сегодня хотят самого Бога, только те будут переживать Его. Просите, и вам дадут. Ищите и найдете. Стучите, и вам откроют. Потому что каждый, кто просит, получает. Кто ищет, находит. И тому, кто стучит, откроют. Это принцип в сегодняшней вселенной, которая установлена самим Богом. Это слова, которые были сказаны Иисусом в Нагорной проповеди, и это слова, которые звучат сегодня для нас. Только там мы получаем, где просим, только там мы находим, где ищем, и только там нам открывают, где мы стучим от всего своего сердца.